А во Владикавказе в преддверии Дней славянской письменности прошла вторая Всероссийская научно-практическая конференция «Славянская письменность и культура как фактор единения народов России». Мероприятие, организованное Владикавказским духовным училищем совместно с Северо-Осетинским госуниверситетом имени Хитагурова, приняли участие преподаватели высших светских и духовных учебных заведений, ученые Северной Осетии, Москвы, Мурома, Нальчика, Пятигорска, Ставрополя, а также из Украины. Были представители духовенства, органов власти республики, местного самоуправления. Среди почетных гостей – архиепископ Владикавказский Аланский Зосима и епископ Махачкалинский Грозненский Варлам. Святые угодники Кирилл и Мефодий, будучи движимы Духом Святым, тоже предприняли этот труд для того, чтобы явить людям истинную веру, дать человеку познание истины. И вот они, будучи движимы той же любовью божественной, которую стяжали свои сердца, они предприняли такой подвиг. И мы должны понимать, что в Священном Писании говорится, когда Христос при своими крестными страданиями говорил своим ученикам, что вы будете во мне, а я в вас, и мы будем едины. Вот оно каково бывает единение. Единство народов бывает тогда, когда оно направлено в правильное русло, когда люди, имея веру, стараются объединиться вокруг этой веры, и заповеди Божии, законы Божии способствуют этому. Ибо тогда у всех у нас будут одни духовные законы. Открывая конференцию, архиепископ Владикавказский Аланский Зосима, ректор Владикавказского православного духовного училища, еще раз подчеркнул важность продолжения апостольских трудов святых братьев Кирилла и Мефодия и значение христианства в развитии культуры. Христианство никогда не разрушало ничьих традиций, ничьей культуры. Христианство вбирало и очищало культуру от всего наносного ненужного и преображало в духе любви, истины, вечности, культуру, традиции любого народа, который входил в состав Церкви Божьей. Так христианство не разрушило ученость, науку Древнего Рима и римо-греческой цивилизации тогдашнего времени. Наоборот, христианство взяло все самое лучшее из философии, из учености, архитектуры, и все это преобразило таким светом, который сияет и поныне. Секретарь Владикавказской епархии священник Сава Гаглоев, говоря об актуальности форума, отметил, что Россия переживает период возрождения духовных ценностей, отвергавшихся атеистической властью в течение многих десятилетий. А славянская культура, основы которой заложены трудами равноапостольных братьев наряду с русским языком, является важнейшим фактором единения народов России. После пленарного заседания работа форума продолжилась по секциям. Ученые обсудили влияние русского языка и литературы на формирование традиций взаимоуважения среди народов нашей страны, значение русской культуры для их сближения и консолидации, а также ряд актуальных проблем филологии, культурологии и других гуманитарных наук. В заключение благодарность организаторам и участникам конференции выразил архиепископ Зосима. По сравнению с прошлым годом уровень форума заметно вырос. С удовлетворением констатировал архипастырь. А труды святых братьев Кирилла и Мефодия должны служить всем нам примером интеллектуального подвижничества и высокой духовности.